Пока нет, я не умею. Как говорит жительница Казани Люция Гарифульна, электронные сервисы оплаты коммунальных услуг она не освоила и по привычке ходит с квитанцией в кассу Татэнергосбыта. Когда снимаем показания, в общем, контролируем. В любом случае контролируем все это. Смотрим, чтобы не было переплаты. Это даст моментальное решение всех вопросов. Вот не приходя в офис, без посещения наших офисов, они могут здесь любой вопрос решить. Оплатить, передать показания, просмотреть свою статистику, подать заявление. На сайте Татэнергосбыта можно досконально проследить, сколько и каких ресурсов потребляет конкретная квартира. С 2017 года на их базе работает единый расчетный центр. Сейчас он обслуживает более 80% жилого фонда республики. Специалисты призывают все организации ЖКХ присоединиться к этой системе. Все средства без человеческого фактора расщепляются и не позднее рабочего дня перечисляются всем поставщикам услуг. Поставщики услуг в онлайн-режиме видят свои финансовые потоки, что обеспечивает полную прозрачность расчета между всеми участниками жилищно-коммунальной отрасли, а также снижает риск банкротства управляющих компаний по требованиям поставщиков ресурсов. Целый ряд предложений, как улучшить ситуацию в ЖКХ, высказал новый начальник Госжилинспекции Республики Александр Тыгин. Сегодня он пришел на заседание своего комитета в новом статусе. Когда наш комитет утверждал план послушать жилищную инспекцию, я не предполагал, что этот план придется выполнять именно мне. Так Александр Тыгин предложил ужесточить требования к ТСЖ. К ним, по его словам, больше нареканий, чем к управляющим компаниям. Если ТСЖ, мы говорим, что это полноценный участник оказания жилищных услуг, он должен быть абсолютно одних и тех же правил с управляющими компаниями и в режиме лицензирования адекватном. Нормативно четко определен весь перечень услуг по содержанию жилого фонда. Минимальный объем, все остальное. ТСЖ, чем хороший в этом плане, да, ТСЖ может минимизировать все эти расходы. Управляющая компания всегда, как правило, их повышает. ТСЖ, если это настоящий ТСЖ, оно заинтересовано, да, то оно снижает. Она была заложена законодателем, что ТСЖ это как ТОС, да, близкая форма управления, они вникнут и минимализируют. На самом деле произошла обратная ситуация, они не вникли. И назначили руководителя по формальным признакам, как правило, пенсионер, который даже расписаться не знает где. Как альтернативу новый глава Госжилинспекции предложил ввести муниципальное управление жилым фондом. Это совершенно принципиальная история. У каждого муниципалитета появится аргумент. Мы работаем в рыночных условиях же, для всех одинаково, лучше или хуже. Очень легко же со стороны власти любой критиковать, чего вы так плохо работаете. А давайте за эти же деньги сделайте лучше. У депутатов эта идея нашла поддержку. Еще муниципальное управление. Это тоже должно присутствовать. Потому что сегодня мы видим вот январские события, то, что под Москвой случилось. Котельная взорвалась, хозяин где находится? На отдыхе. В зимнее время. Никто за этим не смотрит, не следит. Все коммунальные предложения парламентарии собираются взять в работу для возможного законодательного воплощения. Уже на ближайшей сессии Госсовета рассмотрят законопроект, по которому граждане будут делать отчисления на капитальный ремонт через единый расчетный центр. Дмитрий Аринин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань.